Эфир абхазского телевидения продолжает русская служба новостей. Здравствуйте. И в начале выпуска коротко о главных темах дня. «4 марта в Абхазии вспоминают двух президентов – Владислава Ардзинба и Сергея Багапш. КБФ «Ашан» открывает сбор средств для 7-летнего Дамира Булискерия с редким заболеванием органов брюшной полости. В Росдраме готовятся к премьерным показам моноспектакля «Энджи Ханум. Обойденная счастьем». «4 марта – День памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Его не стало ровно 12 лет назад. Выдающийся государственный, политический деятель, основатель современного абхазского государства, ученый-востоковед ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. По традиции в селе Нижняя Шера прошла церемония возложения цветов к мемориалу Владислава Григорьевича. Репортаж Алики Трапш. 4 марта 2010 года жителей Абхазии постигла печальная весть о смерти Владислава Ардзинба. Казалось, что время остановилось, и страна словно оцепенела в безмолвии. С того дня прошло ровно 12 лет, но годы лишь подчеркивают значимость утраты. Ежегодно в день смерти своего лидера жители Абхазии считают долгом почтить его память у мемориала в Ишере. Отдать дань памяти Владиславу Ардзинба пришли президент Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер Народного собрания Валерий Кварчи, члены правительства, депутаты парламента, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, общественность. Имя Владислава Ардзинба оставил в памяти тех, кто бок о бок прошел с ним кровопролитную Отечественную войну, неизгладимые воспоминания. Наряду с сильным характером, острым темпераментом и неизменной требовательностью Владислав Григорьевич Ардзинба был всегда близок и доступен для своего народа. Люди, которые лично были знакомы с ним, вспоминают многогранность и сложность его характера. Он был лидером и остался. Арахна пагана ишагу, аяйра гехара ишахгу, агура ганасагу, агура фисаргот, фигу кафежир халазон, сачто фхацко, азаги хамчко и бытана, ага хайчагалару, акпалару. Я лично Владислава Григорьевича знал хорошо во время войны. Я был у него один раз, поручал он мне задание, сделал все, что надо было. Я его запомнил таким человеком, он добросовестным, порядочным, патриотом Абхазии. Бог нам его дал вовремя. Когда надо было, он встал, сохранил Абхазию, защитил нас. Если его не было бы в то время, сегодня неизвестно, что у нас было бы. Такие люди в 100 лет один раз рождаются. «Свобода Апсна – смысл всей моей жизни», – говорил Владислав Ардзинба. И действительно, его судьба распорядилась так, что эта фраза стала пророческой. В один из самых сложнейших исторических периодов, когда казалось, что весь мир был против маленькой Абхазии, Владислав Ардзинба сумел отстоять не только права своего народа, но и само государство. Сегодня день памяти нашего первого президента Владислава Григорьевича, основателя нашего государства. И в свете тех событий, которые сегодня происходят в мире, мы еще больше начинаем понимать роль и значимость нашего первого президента. Думаю, что все, что было заложено, мы сегодня должны еще вместе едино отстаивать и делать все для того, чтобы развивать наше государство. Владислав Григорьевич безгранично любил родину и всю жизнь посвятил ее служению. В памяти абхазского народа он навеки остался примером настоящего патриотизма и мужества. Лидер, сумевший спасти нацию от истребления. Когда мы говорим Владислав Григорьевич Ардзинба, начиная с садика, наверное, это, кто не знает его, это нет такого человека. И у меня мурашки по телу проходят, когда я вспоминаю его. И этот день, когда я вспоминаю про 4 марта, когда мы услышали в школе, сказали, что Ардзинба умер. Я по классам прошла, девочки, когда я сказала, дети вот так замерли. Не могу без слез его вспоминать.
Вот уже 12 лет, как нет с нами Владислава Ардзинба. Его смерть стала всеобщим потрясением для народа Абхазии. Но по-прежнему живы идеи Владислава, жива и его вера в будущее независимого абхазского государства. Время войны, страшного испытания, я на всю жизнь запомнил две надписи. Одна надпись на абхазском языке, которую написали наши воины, она гласила «Встаза расиху псадгелу». Жизнь – это Родина. И рядом надпись на адыгском языке. Я, может быть, небольшой специалист в области произношения адыгских фраз, но я запомнил и запомню это на всю жизнь. Это фраза «Псым япар напар» – «Честь дороже жизни». Аля Катрапш, Раму Камки, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение. 4 марта второму президенту Абхазии Сергею Багапш исполнилось бы 73 года. В селе Жгярда у мемориала Сергея Васильевича в этот день всегда многолюдно. Сюда приходят, чтобы отдать дань памяти человеку, внесшему неоценимый вклад в дело восстановления международного признания и развития абхазского государства. Яркий и мудрый политик, решительный волевой человек, он был настоящим патриотом Абхазии. Почтить память Сергея Багапши и возложить цветы к его могиле в село Жгярда приехали глава государства Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, спикер парламента Валерий Кварча, премьер-министр Александр Анкваб, депутаты парламента, члены правительства, представители общественности. Президент Абхазии Сергей Багапш ушел из жизни на 63-м году жизни 29 мая 2011 года. 4 марта в Абхазии также отмечается День советизации. 101 год назад, 4 марта 1921 года, абхазские большевики и части Красной армии вступили в Сухум. После 4-летней борьбы абхазских большевиков с грузинскими меньшевиками в Абхазии была установлена советская власть. Наша страна восстановила свою государственность, которая была ликвидирована царской Россией еще в 1864 году. По традиции, ежегодно в этот день возлагаются цветы к памятникам видных советских государственных деятелей Нестора Лакоба и Ефрема Ишпа. Кабинет министров представил президенту проект соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства для последующего подписания, сообщает Абстан-пресс со ссылкой на помощника премьер-министра Дмитрия Шамба. Проект соглашения предусматривает, что граждане одной из сторон будут вправе без отказа от имеющегося у них своего первичного гражданства приобретать гражданство другой стороны. В республике констатируется заметное снижение заболеваемости COVID-19 и уменьшение общего числа стационарных больных. Об этом доложили премьер-министру Александру Анкваб, министр здравоохранения Эдуард Бутба и главный санитарный врач столицы Алла Беляева. По данным на 3 марта во всех медучреждениях находятся на лечении 94 пациента. Из них в тяжелом состоянии 31 пациент. Все лечебно-профилактические учреждения, задействованные в борьбе с коронавирусной инфекцией, обеспечиваются необходимыми расходными материалами. Александр Анкваб указал на необходимость формирования резервов с учетом возможных изменений цен на фармацевтических рынках. МЧС Абхазии объявляет начало акций по сбору гуманитарной помощи жителям воюющего Донбасса. Сформированный гуманитарный груз будет доставлен сотрудниками спасательного ведомства в Донецк и Луганск. Граждане республики, желающие внести посильную помощь в формирование гуманитарного груза, могут обращаться в МЧС Абхазии или по телефонам, которые вы видите на своих экранах. Сбор гуманитарной помощи производится круглосуточно и без выходных. В ходе второго раунда российско-украинских переговоров стороны договорились о создании гуманитарного коридора для вывода мирных жителей, сообщает Интерфакс. Возможно, также будет временное прекращение огня на период эвакуации, сообщил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк после второго раунда переговоров. Помощник президента России Владимир Мединский сообщил, что удалось найти взаимопонимание по части некоторых вопросов. Представитель российской стороны, глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий добавил, что оборонные ведомства России и Украины в ближайшее время согласуют вывод гражданского населения по гуманитарным коридорам. По его словам, для их скорейшего запуска будут предприняты все возможные усилия.
Культурно-благотворительный фонд «Ашан» открывает сбор средств для 7-летнего Дамира Булискерия с редким заболеванием органов брюшной полости. Дамиру Булискерию необходима специальная, сложная терапия, эффективное, но дорогостоящее лечение. В данное время ребенок с бабушкой находится в Москве. Цена спасения ребенка более 400 тысяч рублей. Жизнь Дамира Булискерия – постоянная борьба со страшной болезнью. С рождения ребенок практически живет в больницах. За 7 лет он перенес 22 операции разной степени сложности. У мальчика врожденный дефект, при котором обнажается большая часть органов брюшной полости, а мочевой пузырь расщеплен. Дамиру почти все время больно. У него стоит колоприемник и мочеприемник, а питается он внутривенно через капельницу. В данное время также у него сепсис. Он очень страдает, мучается, начиная под вечер. У него крики бывают, боли, живот вздувается. Весь организм у него в крови, в общем, обнаружили этот сепсис. Это невозможно вылечить, тем более у него не постоянно есть это лекарство. Ему нужно каждый день, но так не получается. Если бы он хотя бы получал это каждый день, то у него было бы легче, настроение у ребенка было. А он, бедный, всегда плачет, кричит даже. Вот. И еще также у него нету гражданства, нету у него страхового полиса, в котором он нуждается. Каждый 3-й месяц ему приходится с бабушкой возвращаться в Абхазию. Вот. А это не разрешается у нас, потому что он может получить также инфекцию какую-то, вирус. Когда Дамир родился, врачи просили отказаться от него, сказав, что все равно не выживет. Ребенок весил всего 300 грамм. Его кишечник был не сформирован, а органы сращены между собой. Но родные уже приняли решение. Через 5 дней Дамир с бабушкой отправился в Москву, в Филатовскую больницу, и выжил. Меня зовут Надия. Я бабушка Дамира Булискерия. У Дамира синдром короткой кишки. На протяжении 7 лет мы боремся с этим диагнозом. Постоянные госпитализации, многочисленные операции, которые проходят платно. Так как мы не граждане Российской Федерации, нам приходится лечить ребенка платно. Средств у нас на это не хватает. Прошу вас помочь нам финансовой помощью. Спасибо, что вы есть. Дамиру Булискерия необходима специальная терапия в виде парентерального питания и инфузионной терапии. Это эффективное, но дорогостоящее лечение. Терапия будет проведена в детской клинической больнице в Москве. Он капается каждый день по 18 часов. Каждый день. Эти препараты, которые Микамин, он стоит 7 тысяч, 5 миллилитров. Это ему только хватает на 1 пузырек на 2 раза. А это каждый день нужно ему. Если Дамир получит лечение, то наберет вес, окрепнет, сможет играть и бегать. Он так давно этого ждет. Жить, как все, без боли. Нуждается малыш в прохождении жизненно необходимой терапии. Лекарства очень дорогие. У семьи нет возможности самостоятельно платить лечение своего ребенка. Стоимость данного прохождения курса терапии 416 440 рублей. Я призываю каждого, кто слышит мой голос, оказать помощь Дамиру и спасти его жизнь. Благодаря людям с добрым сердцем у Дамира появится шанс на полноценную жизнь. Помочь ребенку можно, отправив СМС со словом «добро» на короткий номер 5050. О других способах помощи можно узнать по телефону 773 50 50 или на официальном сайте КБФ Ашана. Эсма Гуланзе, Михаил Братухин, Абхазское телевидение. В понедельник, 7 марта, в 21 час на нашем канале состоятся теледебаты с участием кандидатов в депутаты Народного собрания от 9-го Восточного округа. На прямой эфир приглашены Александр Басари, Саид Гизердава, Кан Кварче, Давид Пили и Шабат Джикерба. Затем начнутся теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 28-го Губского округа. На прямой эфир приглашены Димур Гоге, Тенгиз Кокубава, Астамур Лого и Эрик Хашба. Напоминаем, что телезрители могут присылать свои вопросы кандидатам на электронную почту, которую вы видите на своих экранах. Магический реализм и исторические события переплелись на сцене Русдрама. В четверг в Государственном русском театре драмы имени Фазилия Искандера состоялся предпремьерный показ моноспектакля по мотивам произведения известного абхазского писателя Даура Зантария «Инджи Ханум. Обойденное счастьем».
Главную роль в постановке играет актриса Анна Гюрегян. Репортаж Гугуца Вардания. Идеально выстроенный свет, необычные декорации, таинственное и порой даже мистическое музыкальное сопровождение. На сцене Русдрама переплелись магический реализм и исторические события. Впервые на театральных подмостках спектакль по мотивам произведения известного абхазского писателя Даура Зантария «Инджи Ханум. Обойденное счастьем». В постановке переплетаются темы любви, войны и истории, повествования жизни семей Чачба и Маршан. Пьеса рассказывает о нелегкой судьбе единственной сестры владетеля Абхазии Ахмудбея Чачба, которую выдали замуж за Маршана Химкарасу Дальского, рассчитывая прибрать к рукам весь непокорный Дал. Ожидая счастливую жизнь в новой семье, молодая девушка и не подозревала о том, сколько бед и несчастья ей придется пережить. Лиши ее сна! Благословенное святилище Дала, лиши ее сна, эту ведьму! Несмотря на все несчастья, которые пришлось пережить молодой девушке, она оставалась сильной и мужественно приняла свою судьбу. Я желаю достойно служить народу, среди которого мне выпало жить. Народу, чего имени не смею произносить. Поверьте, что к этому я направляю свое сердце и помыслы. О судьбе молодой девушки Инджи Ханум повествует полюбившаяся зрителям актриса Русдрама Анна Гюрегян. На протяжении всей театральной постановки она рассказывает о непростом жизненном пути своей героини, передавая атмосферу того времени. Готовились долго, тяжело, интересно и очень познавательно. И такой опыт у меня впервые. И, конечно же, когда я столкнулась с этим произведением, я поняла, что здесь работа даже не месяца и не двух. Хотя, по большому счету, этот спектакль был сделан за 1 месяц. Но каждый день бессонные ночи и ознакомление и присвоение текста Даура, который, как я уже говорила, очень красивый, очень своеобразный, поэтический. И мы с ним как бы долго находили друг друга. Ну, надеюсь, нашла. По словам руководителя Русдрама Ираклия Хиндба, идея поставить спектакль по произведению известного абхазского писателя Даура Зантария возникла еще несколько лет назад. Даур Зантария – это не только выдающийся писатель наш, но это такой, как и Фазиль Искандер. Это важный культурный мост между российской культурой и абхазской культурой. Потом уже вот пришла идея поставить Инджи Ханум «Обойденную счастьем», потому что это произведение, кроме глубокой и такой очень важной для всех нас исторической фактологии, оно все-таки содержит в себе очень мощный культурный, мифологический, этнографический пласт. То, что определяет наше самосознание. Режиссер-постановщик спектакля Инджи Ханум «Обойденное счастьем» Мария Романова, которую в Абхазии уже знают по постановкам «Кровавая свадьба», «Радость вопреки всему» и «Бродский». По словам режиссера, важной целью было передать эмоции, которые возникают при чтении произведения Даура Зантария, и создать соответствующую атмосферу. А мне кажется, Абхазия сама по себе настолько и духовная, и мистическая страна, что, связанная с энергией человеческой, здесь такие силы летают, поэтому, само собой, такая вот и постановка. Необычная красивая кукла, которую на протяжении всего спектакля держит в руках актриса Анна Гюрегян, повествуя о судьбе молодой девушки, и есть Инджи Ханум. Она была специально изготовлена известным абхазским художником Асидой Ахуба, чьи работы всегда удивляют душевностью, легкостью и мастерством. В моноспектакле особенное музыкальное сопровождение, звучит индийская и современная музыка.
А чтобы придать атмосферу того времени, режиссер и художник постановки использовали картины известных абхазских живописцев Гиви Смыр и Надара Цвижба. Примерные показы спектакля «Инджи Ханум. Обойденная счастьем» состоятся в Русдраме 5, 6 и 14 марта. Вардания, Арина Агухова, Абхазское телевидение. Посольство России в Абхазии сообщает, что в субботу 5 марта с 10 до 14 часов в консульском пункте в городе Гагра будет производиться выдача готовых российских загранпаспортов. Для получения нового документа необходимо предъявить имеющийся загранпаспорт. Посольство также информирует, что 5 марта прием граждан в консульском отделе посольства в Сухуми будет производиться только по срочным вопросам. 7 и 8 марта в связи с праздничными днями приема не будет. После новостей на нашем канале состоятся теледебаты с участием кандидатов в депутаты Народного собрания от 12-го Гагарского округа. На прямой эфир приглашены Ахра Абаджба, Дауд Агарба и Самсон Демирджиба, также Астамур Аршба. Затем начнутся теледебаты с участием кандидатов в депутаты от 19-го Гудаутского 2-го округа. На прямой эфир приглашены Астамур Ахба и Алхас Хагба. И в конце выпуска прогноз погоды. По сообщению Гидрометцентра, в выходные дни 5 и 6 марта на территории Абхазии ожидается облачная с прояснениями погода. Временами дождь, туман. В предгорьях и горах снег с дождем. Температура воздуха ночью плюс 1,6, днем 2 плюс 7. Температура морской воды плюс 9. На этом наш выпуск завершен. Я с вами прощаюсь, а Абхазское телевидение продолжает свою работу.